Добрый день, дорогие друзья! Артисты Казанской городской филармонии рады приветствовать вас в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан на концерте «Музей и музыка». Великий итальянский художник Микеланджело Буонаротти говорил, что музыка – это сестра живописи. Мелодии обычно вызывают у слушателя определенные мысли и чувства, рождают воспоминания и картины даже увиденного. И эту картину, возникшую воображение, можно нарисовать. А у хорошего художника и сама картина приобретает музыкальность. С полотна, написанного им, как будто звучит музыка. Сегодняшний концерт открывает музыка знаменитого татарского композитора Салиха Сайдашева. Необыкновенно плодотворное совместное творчество Салиха Сайдашева и Карима Тинчурина имело огромное значение для прогресса национального театра и музыки. Его начало связано с открытием в 1922 году в Казани Татарского драматического театра. Возглавил этот художественный коллектив драматург и режиссер Карим Тинчурин. И именно по его инициативе был приглашен дирижер, уже известный в то время музыкант Салих Сайдашев. С этого времени музыка становится неотъемлемой частью театральных постановок. Мы услышим песню «Караулман» из музыкальной драмы «Зенгер Шай». Для вас споет лауреат всероссийских и международных конкурсов Рустем Насыбуллин. Концертмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов Айгуль Зайдуллин.
альбом называется «Песнями любви». Именно любовь является причиной для их создания. Музыка и тексты остаются, а вот имена создателей часто забываются, и романс становится народным. У знаменитого романса «Я помню вальса, звук прелестный» именно такая судьба. Долгое время имя его автора было неизвестно широкому кругу слушателей. Но все же он есть, и это было единственное музыкально-поэтическое сочинение Николая Афанасьевича Листова. Причиной послужила счастливая любовная история. Для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамеева. Николай Листов, я помню вальса, звук прелестный. В историю отечественной музыки Рустем Яхин вошел как первый представитель татарского народа, добившийся славы пианиста-исполнителя. Он мастерски сочетал композиторскую деятельность с исполнительской. Любимым жанром композитора была фортепианная музыка. Он создал огромное количество романсов и песен. Одна из них, «Родная сторона», в 1993 году стала гимном Татарстана. Рустем Яхин. Слова Ринат Хариса, только одно слово. Де Генесус. Sus
любовный напиток Гаэтано Доницетти – это одна из самых блистательных опер композитора, которая насыщена прекраснейшими мелодиями. Легендарный роман с Немолиным уже был сочинен у композитора и просто дожидался подходящей оперы. В наше время ария Немолина получила широкую популярность среди молодежи. Она была исполнена в сериале «Реальные пацаны». Также арию Немолина использовал Никита Михалков в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино», где она является лейтмотивом киноленты. Для вас поет заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Габдинов.
композитор, признанный автор романса. Один из первых его романсов «Только раз бывает в жизни встреча» обошел весь мир и исполняется до сих пор. Его он посвятил цыганской певице Марии Масальской. «Только раз бывает в жизни встреча» поет Айдар Габдинов. Великий русский композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков считал, что между красками в живописи и тембрами в музыке можно провести аналогию. Ведь много общего между музыкой и живописью можно найти даже в терминах, употребляемых музыкантами и художниками. Каждый говорит о тональности, о колорите и красочности полотен и музыкальных сочинений. Для вас прозвучит русская народная песня «Ноченька» в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Рустема Насыбуллина.
Один из крупнейших представителей музыкальной культуры советской Татарии. Его композиторская деятельность получила широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Для вас прозвучит осенняя песня на слова Марселя Галиева.
Азида Ахиянова является одним из ярких представителей современной композиторской школы России. В ее творчестве органически сочетаются традиции мировой музыкальной классики и татарского народного музыкального творчества. Она добилась успеха в самых разных музыкальных жанрах. Опера «Сюмбики», опера «Любовь поэта», балет «Золотая Орда», вокальные циклы и романсы. Для вас прозвучит романс на словах Хасана Туфана. Поет заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Дорогие друзья, февраль месяц традиционно считается месяцем сильной половины человечества. И прекрасный праздник День защитника Отечества мы отмечаем накануне женского дня. А женщинам так хочется возвысить, поднять на самый высокий пьедестал мужчин, почувствовать в них силу, опору и, конечно же, любовь. Поэтому этот праздник можно сравнить с белым танцем, когда дамы поздравляют кавалеров. Для вас поет заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Сергей Рахманинов на слова Александра Пушкина «Не бой, красавица, люби».
изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом и призваны отражать отношения авторов, музыкантов и художников к окружающей их действительности в виде пейзажей и портретов, музыкальных и живописных набросков, этюдов и красочных симфоний. Используя разные методы, они преследуют одну цель – донести красоту и смысл до слушателей и зрителей. Для вас прозвучит романс Рустема Яхина «Забыть не в силах». Поет заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Габдинов. Нашего концерта прозвучит песня итальянского композитора Луиджи Дерца «На качелях».
хочется еще раз представить сегодняшних артистов. Концертмейстер Айгуль Зайнуллина. Заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Габдинов. Заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Рустем Насыбулин. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Ольга Завьялова. Друзья, уважаемые слушатели и зрители, концерт артистов Казанской городской филармонии подошел к своему логическому завершению. Восточная мудрость гласит: можно купить лекарства, но не купишь здоровье. Можно купить власть, но не купишь уважение. Можно купить книгу, но не купишь знаний. Можно купить наложницу, но не купишь любовь. Все наши артисты от всей души искренне желают вам всего того, чего нельзя купить за деньги: здоровья, любви, уважения и, конечно же, счастья.